Tervetuloa seuraamaan medialähetysjärjestö IRTV:n Itäraportti-ohjelmaa. Ukrainalainen pastori ja orpojen isä Gennadi Mohnenko vieraili elokuussa Suomessa yhdessä entisten katulasten kanssa. Kyseessä on Euroopan laajuinen Maailma ilman orpoja polkupyöräkiertue, jonka tarkoituksena on rohkaista perheitä adoptoimaan. Viime ohjelmassa näimme videokoosteen Helsingin Narikkatorilla pidetystä tapahtumasta. Ja nyt näemme, miten loppukiertue oikein sujui. Meillä on tässä kohta haastattelussa itse Gennadi Mohnenko sekä Andrzej Dudin. Meillä on nyt yhteys Gennadi Mohnenkoon ja Andrzej Dudiniin. Gennadi, kuuluuko sinne? Да, отлично слышим, спасибо, отлично. No hei. Добрый день, мы очень рады быть с вами на связи и с огромной радостью докладываем, что мы находимся в городе Турku на finiše нашей finской части etapa krugasvetki. Miten kiertueenne Suomessa on nyt oikein mennyt? Непростое испытание финское лето, скажу вам прямо. Во-первых, мы видели чудеса, когда грозовые облака расходились перед нами, но как только мы добрались к вашему темпере, это уже не сработало, и на нас вылился не просто ливень, а ливень с градом. Огромным градом лупасило по нашим, хорошо, что очень мощным каскам, и мы здорово померзли. После этого мы еще 2 дня практически оба перехода шли под очень холодными дождями. Это было серьезное, настоящее испытание. Финское лето для нас непривычное, но мы прошли его с настоящей смелостью, и мы рады быть у вас. Viihdyttekö te Suomessa? Miten ihmiset ovat reagoineet teihin? Зря вы это спросили, потому что это будет очень длинный ответ. Рассказ о финском гостеприимстве можно вынести в отдельный фильм. Ну чего стоит, например, вчерашнее утро, когда я проснулся в комнате, нашу команду приняли в частном доме на берегу роскошной реки, мы ходили, рыбачили, катались на байдарках, кушали мясо, купались в каком-то, как это называется, каком-то бассейн такой теплый, горячий. А затем я проснулся утром от звуков песни, которую мне исполнял пастор местной церкви. Вместе с хозяином дома они принесли кофе с молочком и бутербродами прямо мне в постель. Вы понимаете?
Финны избаловали нас гостеприимством. Мы очень благодарны вашему чудесному народу за роскошный прием команды кругосветного велоэкшена «Мир без сирот». Что я скажу о Финляндии? Финляндия приняла действительно нас от всего сердца. Люди очень добрые, отзывчивые. Что я скажу от всей команды? Вы очень сильно нас кормили самыми лучшими вкусностями, самой лучшей финской едой. Вы парили нас в самых лучших банях Финляндии. Мы никогда этого не забудем. Вы знаете, самая вкусная вода, которую я пробовал именно в Финляндии. Вся команда, все велосипедисты говорят и передаю вам огромный привет и благодарность. Спасибо вам, финны, за то, что в каждом городе вы нас встречали от всего сердца. Мы были рады. Я должен просто обязан добавить, что наши младшенькие участники кругосветки, мои сынухи, поймали первую в жизни рыбу и один и второй именно у вас в Финляндии, чем они теперь будут гордиться до конца жизни. Мы купались в невероятных озерах. Я поймал за 40 минут 30 рыб. Ну, может, средненького размера, но 30 рыб за 40 минут. Такого у меня никогда в жизни не было. И правда, нас очень здорово принимали. Мы очень благодарны вам за гостеприимство и рады оставить след в сердцах, провести служение, мероприятие. Отдельная благодарность команде ERR TV, которая организовала великолепнейший этап, финскую часть кругосветки. Нас везде сопровождал этот огромный трак, который легко превращался в сцену со светом, с музыкой, что обеспечило нашему выступлению на площадях просто невероятное оформление и озвучку и свет. Просто депутат вашего финского парламента, которая принимала и путешествовала с нами, принимала нас в каких-то своих апартаментах, куда мы ввалились мокрые, грязные, с нас буквально стекало грязное все с дороги на нас облипшее, да, и в депутатских каких-то хоромах мы сушились, кушали, высыпались. Ну, действительно, роскошное гостеприимство. Мы очень рады, что наш велотур, наша кругосветка прошла через Финляндию. Мы влюбились в вашу страну, и мы очень рады оставить след в сердцах людей. Gennadi, pysykää hetki siellä linjoilla. Me nimittäin katsomme tähän väliin videokoosteen, jossa näemme vähän millaisissa säissä ja tunnelmissa te oikein olette pyöräilleet Suomen maanteillä. Yeah!
Genan ja Andrei, me näimme tässä tämmöisen videokoosteen teidän pyöräilystäne. Kertokaa vähän, mikä on ollut vaikein asia Suomessa? Андрей, наверное, ответит на этот вопрос, потому что он может красочно описать свои переживания и свое отношение к велосипеду на мокрых, холодных дистанциях. Да, ребята, я не буду врать, я не буду говорить и придумывать что-то. Я честно вам скажу, финский дождь меня от всего сердца поразил. Вы знаете, что мы-то из юга, в нашей стране принято так, что в августе месяце, минимум градусов 30, а здесь за бортом 16. Поэтому низкая температура, холодный дождь и ветер прямо в лицо, так скажем, радовал нас на протяжении всего финского продвижения. Мы прошли через самую северную точку нашей кругосветки. Тампере – это самая высокая на карте мира, на нашем шарике, самая высокая точка, куда планирует забраться наша кругосветка. Мы проверяли Аляска, Анкоридж, который тоже входит в наши планы на следующих этапах. Она находится немножко южнее. И по нашим сведениям мы были совсем недалеко от места, где живет ваш замечательный Йоллы-Пуки. Это смешно немножко звучит по-русски, но Дедушка мы Мороз. почти там, почти у Санта-Клауса вашего местного были в гостях, и встретил нас очень роскошным градом и ливнем. Мы действительно померзли, помокли, но гостеприимство, сауны, хорошее питание, ночлег помогали нам к утру уже приходить в себя. Это непросто, команда действительно сильно уставшая. Ребята выжаты, абсолютно выжаты. Я скажу о себе, когда я слажу с велосипеда после пройденной дистанции, у меня кружится голова, меня шатает. А после этого нужно еще проводить выступления на площади, а потом выступать в церквях и еще какие-то встречи с людьми. Еще нужно заняться командой, привести в порядок велосипеды. Слава богу, за меня это делают мои сынухи. Но, в общем, график достаточно плотный, плотность мероприятий, выступлений очень серьезная. Но мы справились. Мы на выезде из Финляндии. Мы прошли уже в сумме 17 тысяч, где-то под 17 700. 17 700 километров приблизительно пройденная нами дистанция. И мы выходим дальше, идем на Швецию, Норвегию, Данию, Германию. В следующем году еще 10 стран Европы. И потом пересечение американского континента. И кругосветка будет закончена. Ура! Ovatko suomalaiset pyöräilijät tulleet kanssanne pyöräilemään tällä reissulla? Да, на самом деле несколько человек присоединялись к нам. Один из велосипедистов — это Николай русского происхождения, как мы его называем, эстонский фин. Так вот, он с нами подключился и проехал около 600 километров. Мы думали, что он совсем не проедет. Мы люди такие, знаете, на новых велосипедистов смотрим критически, иногда шутим, иногда ставочки ставим, сколько же он проедет. Но Николай, который представлял Финляндию в нашем туре, держался очень достойно, за что мы его и благодарим. Вот так вот. А вообще удивительная вещь происходит, когда люди присоединяются к нам. Почти все этапы кругосветки кто-то едет с нами помимо команды. И знаете, за несколько дней, пока люди сопровождают нас, мы сдруживаемся очень сильно. Потому что я всегда говорю, что 3 дня экстремального путешествия сближают людей больше, чем 10 лет в церкви на соседней лавочке. Поэтому мы действительно получили друзей в этом путешествии в Финляндии. И в качестве Николая, и в команде IRR TV, и в среди пасторов и церквей, которые мы посетили. Oliko teillä mukana myös joku suomalainen pastori? Ну, пастора должны иметь спецподготовку, скажем прямо, чтобы ехать такие дистанции. И мы рады, что никто из пасторов не потерял свое здоровье на переход. Потому что без серьезной подготовки, конечно, ехать с командой практически невозможно. То есть такие дистанции в таком графике — это
удел людей, которые более-менее подготовлены. У нас за спиной уже колоссальный опыт. И пастора всегда провожали нас, молились за нас, а это немалая часть в нашем путешествии. Мы без молитвы не стартуем и не финишируем, потому что в значительной степени наш успех этого мероприятия, он действительно в руках Божьих. Нам очень приятно видеть результаты этого велоэкшена, потому что сегодня мы говорим уже о сотнях детей, оказавшихся в семьях в результате наших акций. Мы крутим педали, рассказываем наши истории, свидетельствуем, выступаем, демонстрируем какие-то навыки, трюки, просто рассказываем свои истории о том, что сделал Бог в судьбах наших, в судьбах ребят. А у людей исчезает страх, рушатся мифы об усыновлении, рассыпаются стереотипы, люди перестают бояться. И многие решаются на то, чтобы взять сироту в семью. И это, конечно, наша награда. Это для меня дороже любых олимпийских медалей, любых кубков. И это настоящая награда, которую мы действительно заберем с собой. Это что-то большее, чем награды на этой земле. Судьбы измененных детей, дети, попавшие в семьи, получившие отца и мать, это стоит того, чтобы терять сознание. Со мной это случалось дважды на этапе, я отключался, был от переутомления, был просто, абсолютно, я в реанимации, меня откачивали 2 раза от переутомления. Я рад, что в Финляндии обошлось без этого, хотя буквально 2 ночи назад я среди ночи сильно испугался, был очень тяжелый переход, и когда я ночью проснулся, почувствовав, что мне плохо, я боялся, что начинается то, что со мной уже было, когда от переутомления просто вырубало организм. Я очень рад, что все-таки я смог выспаться, прийти в себя и продолжить маршрут. Millaisissa paikoissa te oikein majoituitte tämän Suomen kiertojen aikana? Saitteko te nukuttua hyvin ja millaisia unia näitte? На самом деле мы проехали уже множество стран, множество городов, и нам довелось спать в разных местах, в разных условиях. Это были и спортзалы, это были старые какие-то помещения, это были, конечно же, просто природа под мостами, в лесах, на реках. Но Финляндия отличается тем, что практически каждое наше поселение это было деревянный домик с шикарной финской банькой. Это самое главное отличие. Говоря о снах, я хочу отдельно поблагодарить финнов, потому что мы живем на войне, и мне очень часто снятся сны с взрывами, войной, бомбами. И еще на подъезде к Финляндии у меня не раз такие были сны. Но вот буквально несколько дней назад мне приснилось, как я поймал щуку. И это случилось в Финляндии. Я поймал ее среди ночи во сне, а потом всю ночь пытался вытащить блесну из ее огромной пасти. В общем, я получил огромное удовольствие. К сожалению, физически мне щуку так и не удалось поймать. Уверен, что просто из-за недостатка времени, из-за слишком плотного графика. Но мы, даст Бог, еще вернемся. У меня есть мечта. Если мы переживем эту войну и останемся живы, если, даст Бог, закончится эта трагедия в моей стране, у меня есть мечта вернуться однажды в Финляндию с моей супругой, может быть, с малышами, может быть, с Республикой Пилигрим, и где-нибудь в таком возле озера, в таких местах, в которых мы бывали, провести пару недель, спокойно порыбачить, подышать воздухом, покупаться и, конечно, попариться в ваших баньках. Tähän kiertueeseen on liittynyt myös tapahtumia ja me nyt pääsemme katsomaan videolta hieman näitä tapahtumia. Onko teillä, Gennady ja Andrei, vielä aikaa pysyä linjalla hetki? Да, еще мы сегодня можем. За спиной у нас! Meidän takana 17 000 километров. on 17 000 kilometriä ajettuna. И самое главное, Ja kaikista tärkein, сотни бывших сирот että satoja entisiä сегодня orpolapsia утром tänä aamuna проснулись в семьях. ovat heränneet perheissä. И их приемные родители Ja heidän adoptiovanhemmat говорят нам, puhuvat meille, что мы помогли им että me решиться. ollaan autettu heitä päättämään siitä. Вчера вечером Eilen illalla в Риге, Riikassa где мы были всего неделю назад, me oltiin siellä viikko sitten.
маленького мальчика Pieni lapsi, pieni забрала poika, семья к себе домой. oli adoptoitu yhteen perheeseen. Это было вчера вечером. Se tapahtui eilen illalla, Еще неделю назад mutta viikko sitten они были на одном из наших мероприятий. he olivat meidän tilaisuudessa. И после него подошли к нам. Ja tämän tilaisuuden jälkeen Показали tulivat мне meidän фото luokse этого мальчика. ja näyttivät tämän pojan И valokuvan сказали, точка. ja sanoivat, nyt, Мы забираем его домой. nyt me päätetään, että me И у меня otetaan есть hänet kotiin. фотография, Ja mulla on se kuva как он olemassa, вчера едет в машине, miten hän matkaa autolla eilen семью. Он perheeseen. больше не сирота. Nyt hän ei ole У него enää есть orpo. семья. Hänellä on perhe. Таких историй Tällaisia у нас tarinoita. сотни. Meillä on Sotни детей, satoja lapsia, инвалидов, invalidilapsia, детей с разными дефектами, erilaisten sairauksien kanssa, ВИЧ-инфицированных детей. HIV-tartunnat, Без ручки, без ножки, без ilman jalkaa, глаза. ilman kättä. Забрали люди. Ja В результате lapset нашей ovat акции. adoptoitu. Ради этого мы готовы ездить вокруг земного шара без Pastori остановки. Mahnenko, me Ja tämän kiitämme takia tässä me vaiheessa. matkaamme Kiitoksia. maailman ympäri. Saat jatkaa hetken kuluttua, mutta sinulla on mukanasi myöskin muusikoita, Skoro laulajia. produsit, no сейчас у Ja нас есть nyt me музыка. saamme kuulla lauluja. Tervetuloa. Kun Andrei vielä valmistautuu, Он уже готов. vai onko hän valmis vielä? Два слова. Vielä pari sanaa. Это один из моих приемных сыновей. Tämä on yksi mun adoptiolapsista. Один из первых моих приемных Yksi сыновей. ensimmäisistä, joita Он adoptoin. рос в подвале с 6 до 12 лет. 6-12 vuoteen asti hän kasvoi kellarissa. Половину своей жизни Puolet elämästään. он прожил в подвале. Hän asui kellarissa. Он бывший бездомный мальчик. Hän on entinen kotiton lapsi. И он оказался в семье. Ja hän päättyi perheeseen. Сегодня это профессиональный музыкант. Tänään hän on ammattilainen Закончил muusikko, консерваторию. joka suoritti У konservatorion. него есть собственные песни Hänellä on omia lauluja и собственные CD-диски. ja omia CD-levyjä. И он споет свою Ja песню. nyt hän laulaa oman laulun. Команда. Genani ja Andrei, oletteko vielä siellä linjoilla? Да, друзья, Да, слышим. хороший звук. Kertokaa vielä, että mikä on ollut parasta Suomessa? Ну, для меня это всегда самая главная награда, это когда мы слышим о том, как люди принимают деток или принимают решения и заявляют о решении принять детей. Такие свидетельства были у нас уже здесь, хотя обычно этот плод от посеянной мечты, от вдохновения к усыновлению, обычно он занимает какое-то время, но мы не выбрались из Финляндии, но уже есть истории, когда люди говорили о том, что они хотят взять деток. Подходили люди, говорили о своем намерении, о том, что мы помогли им укрепиться в этом желании и что они будут идти по пути, чтобы взять детей. Один человек сказал, что у него есть желание взять ВИЧ-инфицированного ребенка, и он будет искать путь для того, чтобы взять ребенка вот с таким сложным диагнозом. Поэтому для меня это самое главное, как результат нашего велоэкшена. Но что я скажу от команды, от велосипедистов? Один из самых счастливых моментов по этапу Финляндии – это несколько дней выходных. Так уж вышло, что нам выпало вот последние дни отдохнуть здесь, в Турку, отдохнуть, выспаться. Это для нас немаловажно. Мы сегодня посетили бассейн и так далее, шикарно. В общем, у нас не просто отдых, у нас настоящий релакс. Мы здесь отдыхаем, балдеем и просто благодарим финнов за то, что они предоставили нам такую возможность. Suomi on ensimmäinen maa kiertueella Länsi-Euroopassa ja Skandinaviassa, niin oliko teillä jonkinlaisia odotuksia ja toiveita ja toteutuivatko ne? Когда мы только ступили на берег в Хельсинки, я сразу же поздравил нашу команду с тем, что 99% из них впервые на территории, где никогда не был Советский Союз, где он не поставил свою, извиняюсь, демонизированную
вот эту ногу и не оттоптался здесь. И, конечно же, Финляндия удивляет ребят. Очень много вещей, которые шокируют, позитивно шокируют команду. И впечатлений ребята набрались очень-очень и очень много. Мы действительно, мы живем в очень грязном городе. Наш город, в нем огромные металлургические комбинаты. Это настоящая экологическая катастрофа. Мы уже молчим за войну, которая сегодня на пороге города. Конечно, ваша страна мирная, тихая, красивая, ухоженная, богатая, очень гостеприимная. Конечно же, превзошла все ожидания от нашей команды. Tähän kuvaan tulee uusia kasvoja, niin kerrotko vähän, ketä poikia tässä oikein on? Это наши орелики. Мы немножко побродили по крепости здесь. Ваш роскошный замок в Турку. Мы слышали о том, что именно здесь переводилось Евангелие и создавался ваш язык национальный. В общем-то, вот реформация, породившая Финляндию в ее нынешнем варианте. И нам очень интересно оказаться здесь хотя бы мельком. Мы распустили команду побродить по окрестностям, вот они потихонечку собираются. Вот это мой младшенький приемный сынуха, Дончонок. Здесь, если я правильно понимаю, да, правильно понимаю, это Семен, мой младший биологический. Они новобранцы нашей кругосветки, но очень достойно преодолевающие все трудности тяжелых походов. И также у нас здесь Петро появился. Петя, один из участников кругосветки, он имеет ВИЧ-инфекцию, ВИЧ-статус. И несмотря на это, он проходит 1000 километров и рассказывает свою историю о том, как в 9-летнем возрасте его забрала семья, не побоявшись его диагноза. А значит, люди принимают деточек, в том числе с диагнозом СПИД. Te olette nyt lähdössä Suomesta pois, niin mihin te oikein menette seuraavaksi ja haluatteko sanoa jotain Alfa TV:n katsojille? Во-первых, это слова благодарности всей команде Альфа ТВ. Так случилось, что год назад я впервые оказался в Финляндии, и в тяжелейшее для нас время ваша команда телеканала стала рядом с нами, провела благотворительный марафон, очень сильно поддержав нас в очень тяжелой военной ситуации, наши детские центры, нашу работу с беженцами, с детьми. Мы очень вам благодарны. Завтра утром мы отбываем на Стокгольм, дальше идем на Осло, потом у нас Копенгаген, Гамбург, Бремен, Мюнстер, Дортмунд, Бохум. И мы финишируем в центре Германии, заканчиваем этот этап. На счетчике кругосветки будет около 20 000 километров пройденных. Если переживем еще один год и будем живы, то в следующем году продолжим кругосветку, и у нас будет в планах еще 10 стран Европы. Финляндию мы точно никогда не забудем. Посмотрите на вот это личико и вот это. Свою первую в жизни рыбу они поймали в Финляндии. Такое не забывается. С лебедями они кормили белых лебедей со своих рук хлебушком. Это на всю жизнь. Это никогда не забудется. Поэтому Финляндия точно останется в наших сердцах. Ну и я не уверен, что где-нибудь сенаторы будут принимать нашу команду в своих апартаментах, грязную, мокрую, высушивая, выстирывая и приводя нас в порядок. У вас удивительные люди, удивительные политики. Нас встречали политики в других местах, в других странах, где мы ехали. Ну, как правило, они появлялись на 5 минут на крупных мероприятиях, чтобы засветиться и исчезнуть. Ваш депутат вашего парламента удивил нас. Мы хотим еще раз от всей команды сказать Сари Танус огромное спасибо за вот сердечность. Мы видели это. Депутат парламента, который в 11 ночи после массы мероприятий приезжает к команде бывших беспризорных ребят и готовит еду, сортирует это все, да, мчится в магазин, поняв, что у нас нет с собой белья, просто вот постельного белья, закупают это в магазине, подвозят. Это, знаете, многого стоит. Я mечтал бы, чтобы политики в моей стране точно так же могли относиться к детям-сиротам. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Gennadi Mohnenko ja Andrei Dudin. Ja oikein paljon siunasta teille matkaan.
Maailma! Ilman orpoja! Maailma! Ilman orpoja! Вокруг света! Мир без сирот! Йоу! Йоу! Tällaisissa tunnelmissa Gennadi Mohnenko ja lapset olivat Maailma ilman orpoja -polkupyöräkiertueella Suomessa. Ja tämä kiertuehan jatkuu edelleen ja teette hyvin, jos muistatte Gennadia ja lapsia rukouksin. Voit myös tukea Gennadin tekemää tärkeää työtä taloudellisesti ja löydät tästä lisätietoa meidän nettisivultamme. Kiitos, että olit mukana ja tervetuloa jälleen mukaan ensi viikolla.